Всем мира, друзья! Сегодня продолжим разговор о Казани. Поехали! Итак, русское войско осадило Казань и сумело подорвать главный источник питьевой воды. Русские войска использовали европейскую тактику ведения осадных работ, доселе здесь невиданную. Казанцам в ответ практически нечего было этому противопоставить. Немецкие мастера руководили осаждающими и делали все новые и новые подкопы, готовя пороховые мины. Одновременно валы и пушки передвигались все ближе к стенам. По словам летописи, воеводы же, став во рву против царевых ханских ворот, арских и аталыковых, так же и тюменских, по всему рву и туры утвердиша. Но казанцы не сдавались. В ответ на атаки они, по словам летописи, беспрестанно стреляли из пушек, из пищалей и из луков. Отвечали яростными контратаками. В одной из таких контратак под командованием мангыта князя Зейнаша они не только нанесли серьезные поражения части войск, но и захватили контрволокационные укрепления, уничтожили пушки и сожгли одну из осадных башен. Пытались ослабить блокаду и отдельные отряды из луговой стороны. 10 сентября большой отряд черемис подошел к русскому лагерю и ударил с тыла. После кровопролитного боя, захватив табуны лошадей и часть обозов, они отступили, уходя от преследования. Их атака была отбита, но отряды татар собирались вокруг города, действовали в тылу русской армии. Наступал решающий момент осады. Осаждавшим требовалось добиться крупного успеха или отступить от стен города, поскольку приближалась поздняя осень и зима. И на это и надеялись и осажденные, сражаясь за каждый день и каждую пять своей земли. Однако беспрерывная бомбардировка городских стен начала давать свои плоды. В нескольких местах городские стены были разрушены, а часть ворот Нурали и Арские ворота практически полностью уничтожены. Хотя осажденные всякий раз ночью восстанавливали укрепления, но они уступали прежним и по высоте, и по качеству. Ранним утром 30 сентября прогремел страшный взрыв, взметнувший в воздух огромный кусок стены между Арских и Царских ворот. В обороне города возникла зияющая брешь, куда устремились русские полки. Началась решающая атака на Казань. Летописец писал, что русские войска подступили к городу, но встретили ожесточенное сопротивление. Ибо сеча зла и ужасна, и грому сильно бывало от пушечного бою, и от звуку и вопус обоих людей, и от трескотни оружия, и от множества огня, и дымного курения, и сгустившегося дыма, и укрыт дым град, и люди. Взрыв, уничтоживший часть стены, позволил ворваться в Казань частям большого и передового полков. Казанцы отчаянно отбивались, видя, что город вот-вот падет, защитники сражались отчаянно и открыто, невзирая на град стрел и ядер, поражая врагов своей смелостью и яростью. Натиск защитников был так решителен, что нападавшие дрогнули и отступили. Отступление едва не перешло в бегство. Участник тех событий князь Курбский позже вспоминал царю, что тот повел себя далеко не как храбрый ратник и умелый полководец, а как испуганный юнец, и только вмешательство опытных князей спасло положение русских войск. Тем не менее, русские полки были выбиты из города, но закрепились на разрушенных стенах, готовясь к новой атаке. Между тем, городские укрепления Казани были в значительной мере уничтожены и не представляли единой системы обороны. Летописец писал: мосты, имеются в виду мосты между башнями, мосты же у царевых ворот и у Аталыковых, и Наганских, и через всю ночь горело. Выгорела стена городская, об горе и земля, и города сыпася. Весь град насыпан землей и хрящом. Однако же ночью осажденные лихорадочно пытались возвести новую стену напротив разрушенной и поставить на ней все оставшиеся пушки и пищали. Они понимали, что наступил решающий момент осады. Или они сумеют отбить врага от стен города, или их ждет жестокая смерть и неволя. Иван IV Грозный предъявил горожанам ультиматум. Но в ответ на предложение сдаваться и открыть ворота защитники города ответили: не покоримся, пусть на стенах и на башнях Русь, а мы другую стену поставим. И все помрем или отсидимся. Штурм города был начат русскими полками утром 2 или 12 по новому стилю октября. Русские войска взорвали еще несколько новых, более мощных пороховых мин под стенами города, теперь же у Аталыковых и Нагайских ворот. Штурм поддерживался бомбардировкой города изо всех пушек.
В результате подрыва были разрушены значительные участки стен и нанесен страшный урон защитникам. Летописец писал: «Видя градскую стену подкопом вырвану, и страшно обозрением земля, яко тьма, и на великую высоту восходящая, и многие бревна, и люди на высоту возметающие поганых». Оборона стен была прорвана в нескольких местах, и бой переместился на улицы Казани. Силы защитников иссякали, они уже не могли оказать организованного сопротивления, но героически сражались внутри города. Бой шел за каждый дом и за каждую улицу. Бой, по словам летописца, был жестокий и кровавый. Бьющиеся во всех местах ото всех пород мужественнее, за руки и маяся копья и саблями, и в теснотах ножи режущие. Во многих улицах с обеих сторон крестьянам и татарам ударявшиеся во многих копьях и на много час стоящие на копьях, ни единым поступившим. Сопротивление казанцев было ожесточенным, но очаговым. Постепенно, шаг за шагом, квартал за кварталом русские полки продвигались по городу, уничтожая защитников. Последним центром обороны горожан стал укрепленный ханский двор, куда отошли все оставшиеся силы татар. Жестокая битва разгорелась близ ханского двора от Изетского оврага и мечети Кул-Шарифа. Здесь, отчаянно сражаясь, погибли сам Сеид Кул-Шариф и учащиеся его медресе. Видя безнадежность сопротивления, хан Ядыгар Мухаммад с беком Зейнашем, возможно, Улуг Карачебеком, сдались в плен. Вместе с ними сдались в плен и их семьи, а также часть горожан. Очевидно, это были единственные оставшиеся в живых мирные горожане, женщины и дети. Но не все хотели сдаваться на милость победителей. Часть горожан, воспользовавшись тем, что войска стали грабить город, бросились через Елбугины ворота и вплавь с оружием в руках, переплыв реку Казанку, атаковали строй русских войск. Полк Курбского, который должен был прикрывать реку, не ожидал подобной стремительной атаки и дрогнул. На помощь ему устремились другие отряды, тем не менее часть вооруженных защитников города, прорвавшись через строй русских полков, ушла в лес. Позже многие из них, очевидно, станут деятельными участниками сопротивления русской власти. Участник этих событий, князь Курбский, пишет, что на взятие стен и подавление остатков сопротивления в городе прошло 4 часа или более того. Жители Казани, оставшиеся в живых, были перебиты или уведены в плен, а город полностью сожжен и разграблен. Летописец писал: «В полон же, то есть в плен, по воле царь и мать и жены и дети малые, а ратных за их измены избиты всех, и столь множество взято полона татарского, якоже всем русским наполнится. У всякого человека русского полон татарский бысть». Оборона Казани показала высокое военно-инженерное искусство татар, сумевших почти 7 недель, 42 дня, вести оборону против превосходящей и хорошо оснащенной русской армии. Взятие Казани не означало окончание сопротивления татар. Борьба продолжалась еще почти 5 лет. Ее возглавил правитель Улуса, сотник Мамич-Берды, который, собрав большое войско, вел борьбу в Галицкой, Алатской и Ногайской дорогах. Укрепившись здесь, он пригласил на трон Казанского ханства астраханского султана и войска во главе с Али, сыном Ногайского Мирзы Юсуфа. Хан и Али вступили в борьбу с русскими войсками. Продолжавшаяся Казанская война потребовала введения новых русских полков под командованием Адашева, Микулинского и Шереметьева. Война приняла крайне ожесточенный характер. Русские войска огнем и мечом подавляли стремление татар к независимости. К 1556 году восставшие были обескровлены, основные центры сопротивления сожжены. Взятие Казани лишило эту борьбу единого центра и военно-технических средств, пороха, пушек и так далее. Поэтому, несмотря на героическое сопротивление населения Казанского ханства, судьба государства была предрешена. В 1556 году в бою погиб Али, а Мамич-Берды был захвачен в плен и казнен. В 1557 году последние очаги сопротивления были подавлены, а Казанское ханство окончательно перестало существовать. Его территория вошла в состав русского государства. В чем же причина окончательного поражения Казани? Разумеется, тут сыграл роль целый комплекс причин. В чисто военном плане бросается в глаза несопоставимость численности русских и казанских войск. Истребление казанской знати и внутренние противоречия между родами
потеря союзников Крыма и Ногайской Орды привели к тому, что во время осады 1552 года казанцы не смогли мобилизовать в армию значительные силы. Кроме того, сама эта война со стороны России носила иной характер, чем в предыдущие годы. Это была тотальная война на уничтожение, полное завоевание и покорение Поволжья, и в ней казанцы, так и не понявшие ее сути, победить не могли. Взятие Казани и последующие войны нанесли страшный удар по татарскому народу, от которого он долгие десятилетия не мог оправиться. Кроме потери государственности, уничтожения городской культуры и многих других достижений цивилизации, татарам был нанесен огромный демографический удар. По современным исследованиям, татарское население Казанского ханства потеряло около 1/3 своей численности. Это отчетливо понимали современники событий. Так, известный международный обозреватель Юбер Ланге писал в августе 1558 года Жану Кальвину в Женеву, что воинственность Ивана IV еще усилилась благодаря ряду удачных войн с татарами, которых он, говорят, побил от 300 или 400 тысяч. Для татарского народа завоевание Казани не просто трагическая страница истории, а скорее обнаженный нерв исторической памяти. Гибель Казанского ханства стала поворотным моментом в прошлом, диктующим все нынешнее положение народа. Этим и объясняется отношение татар к этой теме. Жестокая и самоотверженная борьба, низкое предательство, страдания беззащитных людей, потеря былой славы и свободы, надежда на освобождение. Все эти переживания составляют основу представлений татар о своем XVI веке и нашли отражение в целом цикле исторических песен. Однако татары живы и поныне, и татары сквозь время – лучшее тому подтверждение. Поддержите нас своим лайком, напишите в комментариях ваши отзывы об этом выпуске, подписывайтесь на наш канал и изучайте историю вместе с нами. Иншаллах, скоро увидимся. С вами был Ринат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау болыңыз и до новых встреч. Пока.